нефтяная компания-то не может себе позволить, потому что налоги высокие. Когда человек, да, действительно экономику чувствует, он чувствует боль рабочего. Там по Кызылординской области за последние несколько лет добыча упала в 3 раза. Понимаем, что это вредно нашим компаниям. Но тут другое, Асеке. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта City Solutions компаниясының директоры Аслан Орынғалиев және Energy Monitor қорының атқарушы директоры Нұрлан Жұмағұлов және Қазақстан мұнай сервистік компаниялары одағының төралқасы Рашид Жақсылықов. Қош келдіңіздер, рахмет. Осындай күні, осындай уақытта көңілдеріңізді бөліп подкастқа арнайы келгендеріңіз үшін. Бүгінгі подкаст өте өзекті тақырыптардың бірін талқылайтын боламыз. Қоғамда жиі талқыланатын тақырыптардың бірі жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасындағы түсініспеушілік. Және осы тақырыпта подкастымызды бастайық. Және менің бірінші сұрағым, неліктен бір саланың қызметкерлері үшін аймақтар арасында айтарлықтай жалақы айырмашылығы бар және көрінеді. Соның басты себебі айтсаңыздар, ойларыңызбен бөлісіп. Нет, правильно. Рахмет. Бүгінгі осы өзекті әңгімелеріңізді шақырып, біздің ойымызды бір-бірлеріңіз дегеніне, шындап келгенде, шынында да кез келген бір әлеуметтік артықшылық келесі бір адамның әлеумет кемшілігіне әкеліп соққан шешімдер көріп отырмыз. Негізінде осы Маңғыстау өңіріне ерекше көңіл бөлу шараларын өз 10 жылдың үстіне асқадан бері шынында да Маңғыстау жаққа ерекше әлеуметтік артық тіке кездегі мүмкіндіктер беріліп жатыр деп айтамыз. Былай қарап отырсаң, сонда да Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысындағы жұмысшылар, болмаса Қазақстан азаматтары бірде-бір кем жаңағы жұмыс істеп жатқан жоқ. Осы сәтте мен статистика айтып кетсем, қосымша ақпарат ретінде бастамас бұрын ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 2024 жылдың 3 тоқсанында Қазақстан бойынша орташа номиналды жалақы 269.378 теңгені құрады. Бірақ біз осы жерде 3 ең жоғарғы жалақысы бар өңірлерді алдық және ең төменгі жалақысы бар өңірлерді де алдық. Топ 3-ке Атырау облысы 630.894 теңгені құраса, екінші орында Маңғыстау облысы 570.233 теңгені құрады. Ал үшіншісі Ұлытау ауданы 515.543 теңгені құрады. Соған қарай ең төменгі жалақы біздің Қазақстан өңірінде Түркістан облысында 3 есе кем 266.590 теңге болса, одан кейін Жамбыл облысы 279.645 теңге болса, одан кейінгі үстінде Жетісу облысы 280.464 теңгені құрады. Енді бұл статистика, нағыз факт. Статистика, но это статистика, вот, наверное, и к ней, наверное, нельзя так сильно, как, это как средняя температура по больнице. А если мы насчет нефтяного рынка говорим, то все-таки там в Туркестанской практически не добываются, в Жамбуле там, газовое месторождение есть, но он тоже там сильно много народу не занято. Уже, насколько я знаю, тоже нефть не добывают. Поэтому, это, может быть, не стоит там именно на этом концентрироваться. Можно просто сказать, что там самые высокие зарплаты в Атырау. Нет, смотрите, я здесь даже, если не будем брать в учет Туркестан и Жетысскую область, да, допустим, то понятно, там Казахмас и новообразовавший регион, и однозначно государство помогает. Атырау чисто на инвестиции подняли заработную плату, да. От Маңғыстау чисто на социальной ответственности. Чисто на социальной ответственности. Потому что Маңғыстау, кто может на сегодняшний день сказать, что заработал там крупное месторождение или какой-то инвестор взял, как Атырау даже, на Теңізском месторождении последнего
на завод третьего поколения влили $500 миллиардов, да? Она же 50 миллиардов. да, 50 миллиардов долларов, да? Вот так вот. Мгм. Она вот в течение там 15 лет, да, а, как оборот крутится, и однозначно компания зарабатывает. Потом же, ты что же никогда надо отдать должное, самая высокая оплата у них. Поэтому, да, там чисто можно сказать, что контракт получили, да. Ну, а вот Мангистау, Мангистау откуда получил столько? Ну, в общем-то, за счет ну, социально-политических. Социальный бюджет, да. Да, да. А почему не Кызылорда? В Кызылорде же тоже есть, да? Ну, это, видимо, связано с пассионарностью, да. Да. В Западном Казахстане. Поэтому, Да, да, в Кызылорде народ. даже если мы будем разбирать только нефтяные регионы, мы все равно найдем отличия. Ну, Отличия от того, что причем значительные. да, В оплате, да, да. да. Где государство да, в ручном режиме тянет, а где действительно идет рыночная экономика. Это первое. Потом все-таки, да, вот джитсурский, туркестанский, который, да, получает там еле-еле там 250, а у них тоже есть желание, да, заработать столько заработной платы. Поэтому мы все равно, как бы там ни говорили, что у них есть нефть или нету нефти, мы все равно возбуждаем какое-то негативное или да, нездоровое, да, Горестные размышления. горестное размышление. Теперь даже мало того, вот эта ситуация теперь приводит как, да, все понимают о том, что люди из других регионов не имеет значения, это Джетсу, и Улутау или Абай, когда едут туда на западные регионы вахтовиком зарабатывают, их просто начинают вытеснять, да. Есть же и такое. Притом это начали откровенно, открыто говорить. Одно государство, Разве у всех всех, да, правила? у всех синий паспорт, да. В Конституции написано, что недра принадлежат казахстанским гражданам. Поэтому, и понимаете, мы именно в данный момент мы не должны молчать. Мы да, мы в данный момент должны действительно разобраться. Если государство начнет разбираться, да, Там, предложение государства, да, народ может воспринять по-другому. А когда мы простой, да, простые люди, да, ну, по крайней мере, наш голос должен быть услышан. конечно, конечно. Ал енді сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Негізі жалақы өңірлерге емес, жобаларға байланысты. Мысалы, Ракем айтып өткен, мысалы енді Маңғыстау енді Жаңаөзен ғой. Жаңаөзенде мысалы Өзенмұнайгаз компаниясы бар. Оларда орташа жалақы бүгінгі таңда 1 миллион көпшілік. Жылына. Енді бонустармен, премиямен есептесе, жылына бір адамға 300 миллион төлейсіз. 10 адам тікелей істейді, және де мұнай сервисінде 12 мың адам үлес. Ал сол Өзенмұнайгаздың қасында СП-теңге деген компания бар. Оларда 3 есе жалақы аз. Бұл енді жалпы өңірлер емес, компанияларға байланысты. Ал мысалы Өзенмұнайгаз қалай бөліп отыр десеңіз, мысалы енді бұл мемлекет тарапынан кейбір мұнай салығын төмендетілген. Сол үшін енді социалды әлеуметтік регион болған соң осындай шараға мәжбүрміз. Өйткені енді жыламаған балаға кәмпит жоқ қой. Иә. Жылай берген соң енді жыл сайын оларда мысалы жалақы өсіп жатыр. Енді осы жерде менде сұрақ туындайды. Енді неге кейбір өңірлерде жұмысшылар өз наразылығын көрсетіп жатса, кейбір өңірлер мысалға үнсіз қалып жатыр. Бұнда сіз айтып кеткендей, жыламаған балаға емшек жоқ дегендей, басқа өңірлер жалақысын көтеру үшін осылай наразылыққа шығып тұру қажет пе? Жоқ, басқа өңірлерде қарайтын болсаңыз, жыл сайын тендер бар. Енді бұл енді кәдімгі конкурентный рынок дейміз ғой. Мысалы, бір жылы толсаң, екінші жыл ортасы мысалы. Босатылған жұмысшылар басқа компанияларға келеді, енді үйреніп кеткен. Бұл енді кәдімгі конкурентная среда, бұл нарық, ашық нарық. Ал енді Жаңаөзеннің жағдайы ол тым бөлек. Ол негізгі кезінде үлкен вахталық қалашық болды ғой. Сол вахталық қалашық бүгінгі таңда 150 мың адам тұратын
үлкен қалаға айналды. Енді бұл жақта ең жұмыс көзі бұл өзен газ. Барлығы сол жаққа жұмысқа тұрғысы келеді. Мысалы, сіз егер қазір тұратын болсаңыз, ол жақта кезек болады. Очередь. Бүгінгі таңда кезекте 11 мың адам тұр. Иә. Сіз Гарвард бітіріңіз, дипломы Гарвардпен, бірақ сіз ең соңында тұрасыз. Күтесіз өзіңіздің кезегін. Сондай жағдай қалыптасқан. Неге тұртам? Енді мінекей, біз негізінде ол жаңа талқылауға келіп отырған жоқпыз. Біздің талқылайық деп отырғанымыз тіпті жаңағы неге бір аймақтың бұрғылаушысы 1 миллион 400 мың алу керек, неге екінші аймақтың Қызылорданың бұрғылаушысы 300 мың алу керек. Да, ну это вот большой вопрос, в принципе, работа одинаковая, да. Тіпті жаңа басқа жаңа диқандарды қоспағанда, сушыларды қоспағанда, малшыларды қоспағанда. Причем вопрос какой? Мы же не претензии к работникам Узеньмунайгаза и там подрядных компаний. Да, они хорошо зарабатывают, но просто зарплата в других регионах должна быть сопоставима. Да, я не предлагаю им урезать зарплату, но должна быть какая-то, в общем, справедливость, да. Я хочу коротко сказать, справедливость не должна быть избранная. Да. Справедливость не должна быть избранная. Если мы, да, на государственном уровне хотим, да, быть справедливыми, честными, мы должны всем одинаковую зарплату получить. Не, ну все уравниловки, наверное, не должно быть. Не такое, но должно быть сопоставимо. То есть, в принципе, как мне кажется, да, то есть в Мангистау у работников хватило там духа и политической воли, да, там продавить свои требования. Там в Калуарде и в других регионах, в Актюбинске такого пока еще нет. Но это не значит, что этого не будет. Да, и вот это вот, это очень важный момент, потому что это, в общем-то, понимаете, там, общая нестабильность, к чему это может привести, это, такие опасные вещи. Вот именно это хотелось бы, чтобы нас услышали. Что такое, мы там не угрожаем, не собираемся там как-то, шантажировать, да, но люди же видят, мы живем в одном государстве, в унитарном государстве, да, когда в соседнем регионе там за такую же работу получают значительно больше, причем я не говорю, что это несправедливо получается. Справедливо, тяжелая работа, она должна хорошо оплачиваться, правильно оплачиваться. Но в соседней области, когда в несколько раз меньше люди получают, это демотивирует людей, да, потому что зачем работать, да? Зачем работать на вахте, если ты таксистом заработаешь больше? Вот такие диспропорции, они уже на протяжении многих лет. И это, демотивирует людей, они не хотят дальше работать, да, и там, переходят в другие смежные специальности, уезжают в другие области, кто-то уезжает вообще из страны. Это, в общем-то, та история, которая, появилась, наверное, из-за тех правил, которые само государство установило внутри республики, да, потому что есть такая большая несправедливость, не то что несправедливость, но есть большая разница между теми, кто там крупные предприятия, которые работают на СРП, и на там независимые компании, которые работают поставляют нефть на внутренний рынок. Цена в несколько раз меньше, в там в 20 с лишним раз меньше. Невозможность поставлять на внешний рынок, невозможность получать дополнительные доходы, она сказывается на сервисниках. Банкет кто-то должен оплачивать, и именно сервисные компании невольно стали, в общем-то, теми, кто оплачивает именно эту историю, да, и это уже, в общем-то, на протяжении долгих лет происходит. И это, в общем-то, во-первых, наш участок работы, он такой, технологически сложный и капиталоемкий. То есть вот на содержание, на комплектацию одной бригады уходит около $1 миллион и выше. Ты вкладываешь $1 миллион, эта бригада, да, там 5 единиц спецтехники, 20 человек народа зарабатывает столько час, да, сколько один, там, допустим, кран в городе, там, на пятаке. Да, это несопоставимые вещи. И, эти диспропорции, их нужно как-то, в общем-то, решать. Да, и нужно, чтобы государство обратило на это внимание. То есть понятно, что везде частники, да, везде там, сейчас во главу угла ставится, там, тендерная процедура. Тендерная процедура обычно единственный там критерий – это наименьшая цена. Работа по наименьшей цене приводит к тому, что ты работаешь по там
по маленькой цене с хорошим качеством. Второй год можешь работать там по маленькой цене с хорошим качеством. На третий год ты не можешь просто физически, там оборудование изношено, а ты не можешь качественные услуги оказывать. И это, в общем-то, ну, такой сильный фактор, осложняющий и развитие рынка, и дальнейшего вообще существования. Ты не можешь заработную плату платить достойную людям. Ну, люди смотрят на тебя, зачем ты там, зачем ему здесь работать, если здесь его не оценивают должным образом, да? Это вот эти диспропорции, они накапливаются давно, но они в какой-то момент могут так достаточно больно ударить. Потому что, в общем-то, ну, там, да, вот на Западе народ скажем так, поактивнее, но это не говорит о том, что в других регионах народ там бесконечно терпелив. И ну, вот здесь одна еще такая большая проблема существует. А, Мы там видим да, примеры, когда вот там недовольство, забастовки там каким образом решаются, да, назначают виновного. Виновного, да, зачастую из владельцев или руководства сервисных компаний, которых просто назначают виновным, там, невзирая на объективные обстоятельства. Это, в общем-то, тоже ну, такая тревожная тенденция. Не то, что виновное. Виновное одно дело, ответственность тоже, в конце концов, за все лозунги государство иногда берет на себя сервисные компании. Помните, перед пандемией, когда государство клич кинул о том, что ни одной компании банкротству не доведем, да, ни одного рабочего места не потеряем. 2 года, да, работы не было, но 2 года специалистов кто держал? Не государство же, а частные компании, которые заработали свои деньги, они не вкладывали на развитие, а вкладывали на заработную плату. Поэтому, Ну, да, тут вопрос во многом для многих сервисных компаний вопрос даже не развития, это вопрос выживания. Да, да. Долгие годы это вопрос выживания. Да. Поэтому, да, нам бы хотелось бы, чтобы действительно государство ам, вмешалась именно в эту ситуацию, и притом она вмешалась бы стратегически правильно дорогу проложить, что следующий бизнес поколение, который идет, да, опять не носили это бремя. Потому что, да, вот привычка, она плохая, плохой партнер. Привычка очень плохой партнер. Когда мы привыкли, несем ее, несем дальше. И вот практически, наверное, даже вот, да, то, что мы с вами сейчас сидим, обсуждаем, не удивлюсь, если где-то нулевые годы наши предшественники, да, нефтяники то же самое обсуждали. Это нулевые годы были хорошими для них, для казахстанцев. Как я помню. Несравненно более хорошими. А. По сравнению с... знала плохо. Вот нулевые было хорошо, сейчас плохо. Ну, нефтянка бурно развивалась в тот Да. момент. Элементарно, если взять, да, это цены в долларах. А, Раньше было без разницы, на внутренний рынок поставлять нефть или на экспорт. А сейчас же у нас огромная разница в нить. Как я себе сказал, экспортная цена на сегодняшний день это глаз раза выше внутренницы. И то, что вы сейчас обсуждаете, да, о необходимости поднятия заработной платы не только в отношении работника самой нефтяной компании, но и для сервисной компании. Но зачастую, нефтяная компания это не может себе позволить. Конечно, Почему? Потому что налоги высокие. Обязательства по посадке нефти да, на на внутреннем, 70%. да. После январских событий это было совещание по СМПС «Атомный газ», там люди там тоже бастовали. Тогда вот СМПС, что делал? Он пришел с расчетами. Он сказал, я своим работникам, у них сколько там, где-то 5,5 тысяч человек так Да. работают, смогу поднять только на 22%. Больше не могу. Тогда дайте мне больше возможности экспортировать нефти, я оттуда буду получать. А нефтесервисные компании где-то на 10% всего лишь увеличили. Ну, это индексация. Здесь государство что может сделать? Государство может потребовать ежегодно проводить индексацию не только заработной платы, но и стоимости Работаю. Ну, тут другое осеке. В основном наши нефтесервисные компании, за исключением 3 китов и Казмунайгаза, работают в открытом тендере. Демпинг, как с демпингом бороться? Да. Хорошо, вы хороший заработную плату своим работникам, да, оплачиваете. Завтра придет тестовая компания, которая на 20%
дешевле, да, своим Еще субсидируется государством. Я не знаю, как с демпингом бороться в этом случае. Ну, то, что у меня тоже нет универсальных рецептов в этом смысле, но закуп по наименьшей цене — это прямо зло. Зло, потому что, в общем-то, ты не можешь обеспечить в долгую качественную работу за там, малые деньги. Да, ты хочешь, да, 7 шапок можешь, но шапки вот такие вот. Вот, собственно говоря, вот, там есть механизм, да, там по Самруку ПКО, да, предквалификационный отбор, да, он каким-то образом там, в общем-то, это регламентирует, там защищает от демпинга и, в общем-то, какой-то механизм отбора есть. Но одной рукой давая, там государство там навязывает такие условия, которые зачастую невыполнимы. То есть давая тариф и требуя там, чтобы львиная часть этого тарифа шла только на заработную плату, компания сервисная соглашается на заведомо невыполнимые условия. Потому что в структуре расходов, да, есть, кроме заработной платы, еще есть услуги подрядчиков, ГСМ, там ремонт, поставка там различных там химреагентов, допустим, или там каких-то расходных частей. И это там, если в классической такой истории, да, в структуре расходов заработная плата должна для сервисной компании, вот, типа нашей, да, где-то 30% занимать заработная плата, да, там налоги где-то 20%, да, там ГСМ около 20-30%, да, и прочее там, да, то там, когда в структуре расходов заработная плата занимает 80%, как можно, о какой работе можно дальше говорить? Ты просто протянешь некоторое время, да, оборудование обветшает, там, ты останешься кругом должен, да, и здесь, в общем-то, это прям такая, топор, который занесен там над шеями руководителей и владельцев бизнеса. Вот, и это, в общем-то, такая прям большая проблема, потому что создание сервисной компании подобного рода, да, это не 1, не 2 года. Да. И да, это длительный процесс, который, в общем-то, с наскоку не решишь, и он требует больших ресурсов. И финансовых, и там технологических, да, и там, прочих, да, и людских в том числе. И вот, в общем-то, для многих, там, для владельцев бизнеса, для руководства, там, вопросы выживания, они заключаются в том, что вот, в основном любыми путями, да, продолжать работать и сохранить, там костяк, профессионального коллектива, да. И вот это вот, там в основную задачу превращается, да, все остальное, оно уже такое, как бы менее значимо. Вот, но это, в общем-то, и приводит к там, таким, в общем-то, эксцессам, да, которые вот мы наблюдаем на Западе сейчас. Вот и это, здесь, нужно все-таки эти диспропорции, которые в экономике накопились, да, вот в решениях вот нефтянки, саму отрасль, да, их все-таки нужно улаживать. Да, сейчас собираются отпускать цены на ГСМ, да, и, в общем-то, это, наверное, положительный момент. При всей его, так, как бы, скажем так, проблематичность с точки зрения социального аспекта, это все-таки правильно, потому что мы должны научиться жить посредством, да, там, все равно, да, вот там, там, держа цены на невысоком уровне, да, мы каким-то образом все равно ГСМ получаем, да, кто-то оплачивает банкеты. Вот сервисные компании на протяжении значительного периода времени и как раз находятся в роли тех, кто этот банкет оплачивает. Потому что они недополучают прибыли, это в конце концов даже, по сути, зачастую, да, во многих проектах там сервисные компании кредитуют заказчика, да, кредитуют, там, терпя убытки, да, там на протяжении многих лет, накапливая, генерируя, просто для того, чтобы нам выжить в долгосрочной перспективе. Вот и, собственно говоря, поэтому, вот, в общем-то, тот шаг какой-то либерализации цен, да, он, наверное, правильный. Но, с другой стороны, просто как бы, нужно еще посмотреть, как это будет реализовано. Дойдут ли эти деньги там потом до сервисных компаний. И это большой вопрос, да. Эта история такая неоднозначная, потому что аппетиты на этих уровнях, они еще не закрыты, да. То есть люди слишком долго недополучали прибыль, чтобы ее там с ней еще активно начать делиться.
Сейчас либерализация цен это не обозначает то, что полностью Нет. цены государство будет контролировать. На сегодняшний день нефтяные компании поставляют нефть на внутренний рынок в среднем 100 тысяч тенге за тонну. Да, сейчас, наверное, будут цены поднимать, но государство что делает? Государство хочет увеличить акцизы. И тем самым Да. хорошо цены вырастут на внутреннем рынке, да, они, но акцизы на переработку нефти, на МПЗ, тоже увеличатся. Мгм. И Заработали государство, да? Ну, не то, что заработает государство, акцизы остаются в регионах. Ну, это Павлодар, там, Шымкент. Опять несправедливо. Да? Но я бы еще вот вернулся к одному моменту, какой. Да, вот, для Казахстана нефтянка критически важна. Это самая главная отрасль экономики, да, которая обеспечит львиную долю налоговых поступлений. И, в общем-то, как бы разумно, наверное, было, да, при всех там, понятно, что социальных функциях, да, государства все-таки вкладывать, да, и развивать именно нефтянку, то, что дает тебе. Да, и это не должно быть там, что три шкуры содрать, да, там, причем избирательно, да, с некоторых. Вот, у нас основные месторождения на суше находятся на 4-й стадии разработки. Это значит падающая добыча, стремительное обводнение. И там по Кызылординской области за последние несколько лет добыча упала в 3 раза. Но это, вообще говоря, катастрофа для региона, который, в общем-то, там, да, большая часть за счет нефтянки живет и вокруг нефтянки. Поэтому и, в общем-то, там та сфера, в которой мы работаем, ремонт скважин и технологии повышения нефтеотдачи, это критически важно для поддержки работы месторождений. Ну и как это по аналогии с машиной. Если за машиной не ухаживать вовремя, да, не обслуживать, то через какое-то время она просто сломается, встанет и все. Да? В этом смысле вот, сервисные компании выступают в виде СТО, да, такого, который, в общем-то, это плановый ремонт и проводит, да, поддерживая жизнь и эксплуатацию месторождений. Ну и если ее хронически недофинансировать, да, то, соответственно, понятно, что мы там можем скатиться на какие-то самые простые вещи, да, хотя, в общем-то, сама ситуация, да, вот истощение месторождения, оно делает, новые технологические вызовы. То есть нужно внедрять новые технологии, они достаточно дорогие, но альтернативы нет. Это нужно делать. Вот, и мы просто рискуем, да, что мы доведем до такой критической ситуации, когда мы перестанем справляться с этим. По большому счету это так. Вот мы сейчас наращиваем добычу за счет 3 китов. Да, там почти до 70% добычи, да, в перспективе будет там, в перспективе и более. Да, но это СРП, там особые условия. Там государство не сильно влияет и не так много получает, как могло бы. В прочих там, несмотря на ту большую занятость, которая на 3 крупных проектах, подавляющее большинство сервисных компаний работает на проектах других, да, и там, в общем-то, они тех заработков, которые там на консорциумах есть, они далеко не видят. Вот, это, в общем-то, социально-экономические вопросы, Да. которые такие очень острые, да, они сейчас вот прорываются. Если не, какой-то упреждающей работы не сделать, не обозначить правила игры, да, все-таки как-то не решить вопрос, да, кто на ком едет, да, то это, может плохо кончиться. И это, в общем-то, скажем так, говорю, не вопрос шантажа, там, да, там, угроз, еще что-то такое, это просто вот данность такая. Насики, вы в основном затронули тот сегмент рынка, который связан непосредственно со скважинными операциями. Ну, Да. это КРП, ремонт, там, увеличение нефтеотдачи. Хотя основной же костяк работников это же в нефтегазовом союзе. Сейчас впереди очень большие проекты. Да, вот. Несколько новых ГПЗ на проектах Кашаган, Карачагана. Это газохимические проекты. Это газоэксплуатационный комплекс на Тимбизи. Совокупно там 15 миллиардов долларов стоимость всех этих проектов. И не секрет то, что в основном EPC-подряды, кто держатель EPC-подрядов, это иностранные компании. И казахстанские компании туда привлекаются на суб-подряд. И тут начинается.
да, как раке вот как можно біз біздің өзіміздің қазақстандық компаниялардың басын қосып енді рейтинг қатты жасамаңдар деп оны жасауға болады ма? Өйткені мысалы теңіз жобасында біз білеміз, да, кто заработал? Заработали крупные подрядчики. Казахстанские подрядчики не заработали только. Крупный подрядчик что сделал? Контракт закончился, это портфельная компания. Все, уехал. Заработанные деньгами сделаны, а деньги не остались. Ну, нужно еще отметить один момент, что по наиболее маржинальным направлениям, ну, казахстанские компании практически не работают. Ну, есть единицы только, да, из всего количества. И это важно, ну, просто данность такая, да. Почему? Потому что на этапе проектирование происходит не здесь, как правило, и на этапе проектирования закладываются требования, которые там заведомо, да, исключают наших там со списка, да, с первой линии сметают просто наша компания. Ну и, в общем-то, потом на условиях субподряда, на субсубподряда. Ну, тут каждому хочется место под солнцем, да. Тут, наверное, это профессиональное сообщество должно как-то само собой регулироваться. Мы пытались, помните, например, мы с вами в Алмате собирали наш Европорт, в Атырау 2-3 раза собирали, что как-то видеть предельно низкую цену, да, до куда можно падать, а дальше нет цены. Но наш бич это фирма однодневки. Да, на сегодняшний день, помните, когда 15 годы, да, до 2000 компаний было. Все удивлялись. Через год мы практически больше половины этих компаний не знали, куда они. Я не знаю, по каким стратегическим целям эти компании создавались, но это было. Мы до сих пор ощущаем присутствие вот этих шапок невидимых, да, вот они приходят, рыночную игру вот эту всю ломают, а потом пропадают. Тут не то, что они не дают другим компаниям возможность зарабатывать, потому что роняют цену, да, они еще клеймо на казахский бизнес приносят. А иностранным компаниям это только в радость. Когда казахстанские компании не выполнили свои условия, да, они прямо это душераздирая, говорят, вот мы поверили казахстанской компании, да, поэтому, наверное, все-таки, когда даже субподрядные контракты присуждаются, если этот вопрос должен регулироваться общественное мнение или общество, то однозначно сильные ассоциации, которые, да, имеют, своих членов или 1/3 рынка имеет, да, они, их мнение, да, при Ну, просуждении должны, да. я думаю, наверное, еще момент такой, что на этапе проектирования, ну, то есть профессиональное сообщество должны участвовать, Да. да, то есть вот, на самом ли деле необходимы такие-то условия, да, вот, Да. если тут какие-то пункты, которые дискриминируют местные компании. Да, к сожалению, мы видим, что там по многим проектам так случилось. Да. Государство не имеет права, да, вмешиваться. Крупный оператор говорит, мы отдали контракт, мы тоже не имеем, мы просто сейчас будем отслеживать. А кто? Тогда придется действительно ответственность брать общество самому. И общество само должно регулировать. Но, видимо, все-таки где-то нам еще не хватает культуры общественного внимания или общественного регулирования. Скорее всего, да. Ну, мы должны в своей работе, знаешь, где-то это обозначить и вести эту работу. Конечно, удобно ответственность, да, переложить на сам бизнес. И я даже бытность в 16 году, когда вообще говорили о том, что давайте, в конце концов, Мангистауский синдром, да, озвучим на весь Казахстан, и пусть народ Казахстана, да, 20 миллионов, да, определить, кто прав, кто не прав здесь, да. Когда государство говорит о том, не надо, не трогайте это, да, и мы тогда затрагивали интерес нашей компании, и я даже слышал, когда премьер-министр говорил, что нас не волнует
проблемы частных компаний. Я тогда задал вопрос, слушайте, эти частные компании, да, гражданам Республики Казахстан дают работу. Это один момент. Возвращаясь к тому, что был период, когда нефтесервисные компании заплатили налогов больше, чем вся банковская система. Да, это просто вот о том, сколько помощи от государства получила банковская система, и на каком положении находится, в какой ситуации, да, находится нефтесервисная компания. Когда-то сервис мы же всегда же поднимали. Да. Обратите внимание, не в сервисном секторе. Это больше получится. Ну, потому что нехватка кредитования будет. Да. Банковские гарантии. Проблема не платежей была. Да. Почему за эти 20-30 лет не появилась ни одна EPC, полноценная EPC компании казахстанской? Ну, потому что EPC подряды стоят там сотни миллионов долларов, до миллиарда. Понятно, это необходима банковская гарантия. Банк не может выдать, потому что смотрит на обороты, говорит, у тебя нет активов, там, ну, залог. Ну, нефтесервисная компания там в основном же люди, оборудование. Ну, как залог не поставишь? Людей, там, оборудование, технологии, лицензии. И получается, нету банковских гарантий, нету опыта управления там проектами там на 200-300 миллионов долларов, как минимум. И все. Нет, ну не то, что совсем нет. Есть ну, там, выдающиеся примеры. Все-таки, да, но это не получило широкого распространения. Да, это буквально там по пальцам одной руки можно пересчитать. Да, что, да. Это хорошие компании есть, но Да. в целом вот сейчас же все подряды же достаются иностранным Ну, подрядчикам. все маржинальное, по сути, да. Да. Вот, я в начале нашей беседы сказал, что Крылочка нехороший товарищ. Да, вот, вначале мы действительно, может быть, не были готовы к крупным проектам, потому что не хватало техники, не хватало специалистов. На сегодняшний день, когда это было, мы до сих пор вот в 90-ми живем, о том, что казахстанская компания до сих пор. Поэтому, мне кажется, надо нам заявлять. Притом заявлять, вот, может быть, набраться духа Жанузена. Да, вот вы сказали, да. Не, ну это такая опасная история. Да. Она ну, способна там, ну, какие-то скажем так, не это, да, последствия вызвать, Да. тяжелые, которые там неизвестно в какую сторону, да, ну, как это ударит, да, это, в общем-то, ну, вопросы, ну, такой и стабильности в обществе, да, и тут, в общем-то, ну, я бы призывал очень взвешенно в этих вопросах был. И другое дело, что, да, даем должное, что там народ умел достаточно твердо заявить свою позицию, да, ну, там в некоторых случаях, может быть, там где-то перегибая палку, да, но тем не менее, да, за свою работу, да, за тяжелую работу. Тут нужно понимать, что это, в общем-то, нелегко там ездить на вахту, да, там и в мороз, и там, в солнце, да, и в любых погодных условиях работать там, в общем-то, не просто ручкой. Да, это, в общем-то, я считаю, что здесь, ну, там, их притязание обосновано. Просто другое дело, что, допустим, в одном месте это правило только для одних, Да. да, а остальные там, в общем-то, да, получается, ну, мы все-таки в одном государстве живем, да, мы должны быть в едином правовом поле. Да, вот вообще смысл нашей сегодняшней встречи именно в этом. Если мы в государстве все считаемся гражданами Республики Казахстан, если кто-то получает льготу, да, она должна объясниться, почему он именно эту льготу, или же всем присудить такой же. И даже если это навредит и столько денег нет, тогда никто не должен это получать. Все должны быть. Мы не говорим о том, что униформе должны ходить, как в Советском Союзе, но какой-то, да, разумный подход, он должен отслеживаться. Раньше, если, да, вот, допустим, когда EPC-компании иностранные получали крупный подряд, мы еще как-то пытались его понимать, да, уважали. А сегодня уже мы агрессивно это воспринимаем. И это не агрессия того, что вот мы ненавидим, а это агрессия того, что мы достигли этого уровня, Зрелости, да. до зрелости. И Ну, мы можем... есть еще одно понимание, что эта история когда-то закончится. Да. Поэтому мы должны успеть в этом деле поучаствовать. Да, это точно, да. Я не верю, что эра нефти ближайшие... Ну, она там, я имею в виду крупные проекты, да, они такие же, в общем-то, конечные.
А уже заканчивается. Да, да. на Все, телевизоре. все меньше и Мгм. меньше. А каждый месяц высвобождается там по 500, по 1000 человек. То есть на пике заработало там 90 тысяч. Ну, это строительный, да, это компания строительная. Как думаете, к чему это приведет, например? В принципе, люди устраиваются на другую, на другую работу, где зарплата меньше. И стоит ли уделять уже больше внимания на экспорт? Выходить уже, Конечно, надо. добавлять наших уже казахстанцев, В экспорт куда? На сегодняшний день, Sharp, Middle East. допустим, Middle East, там пакистанцы и индусы, те наши работники, которые привыкли, да, в условных, шикарных, да, вот условиях проживать там на вахтовых городках, получать заработную плату. Соразмерные условия из-за заработной платы там нету на сегодняшний день, к сожалению. И мало кто из казахстанских рабочих, я не говорю про инженерный состав, а просто обычные работяги, они, наверное, не поедут. Им выгоднее таксовать на Яндекс.Такси, получать там. Я вот удивляюсь, что каждый казахстанец ездит на такси, что ли? Почему у нас таксист много, да? Это, наверное, просто потому, что это достаточно просто. Ну, есть у тебя машина, есть телефон. В общем-то, А почему там цены не равняются, да? Почему там нету? это другой вопрос. Это вопрос к агрегатору. Нет, это все время чувствуешь, что Яндекс все дорожает и дорожает, да? Да, у нас если лишних пару компаний появится, однозначно у нас начинается демпинг, да? Не, ну, по сути, это же Яндекс, он сейчас монополист практически, да? Там Индрайв есть, но это он там ни в какое сравнение по масштабам не идет, да, в таких перевозках. Вообще вот такую Ну, просто это он... систему монополизма, нетестеризм может делать вот, в государственном уровне? Нет, ну, у нас нет монополии здесь. Щас, вы предлагаете сделать монополию? Да. Ну, я не знаю. Обычно, как говорят, это государство плохой собственник. Да, рынок, он такой достаточно гибкий должен быть. Ну, то есть, все-таки правильно, когда есть несколько предложений, когда есть свобода, выбора. Абсолютно вы правы. Где вообще, вот я последние 15 лет четко замечаю, как только государство начинает в экономике залазить, однозначно там банкротство, воровство, что-то такое, да, не до конца доходит идеи и проекты не до конца реализуются. Вот. Нет, ну, я думаю, мои там, да, как-то, я думаю, что все-таки государство должно присутствовать в критически важных отраслях. Его воля, и, в общем-то, да, оно должно задавать направление и правила игры, да, а остальное уже должны, собственно говоря, частники делать. И нам устранять государство, да, от регулирования там отраслей, я думаю, нельзя. Тем более, ну, вот в нынешнее время, когда, в общем-то, ну, скажем так, такие события Должны быть тектонические происходят. А какие должны быть управленцы? Мы сколько раз, да, объявляли, да, разного рода там лозунги, да? Чемпионы, там кого только у нас не было, да? Вот, мы до сих пор не ощущаем экономический блеск этих проектов. Ну, тут, наверное, я скажу все-таки, что государство в Казахстане, ну, не самый плохой управленец. Если сравнивать, допустим, ну, там ряд стран сопоставимых, да, то все-таки у нас есть... С Беларусью? Ну, нет. Белоруссия там все-таки особняком стоит, это по каким-то... Не, ну давайте, если мы сравниваем, давайте сравнивать четко с Кореей Северной. Я хочу сравнивать с Германией, да, допустим. Я хочу сравнивать с Японией, да. Ну, хотя с Малайзией. Да, сравнить нужно. Нет, ну, наверное, недостатков у нас много, скажем так, да. Ну, мы их видим, тем более мы жители здесь на себе ощущаем. Но в то же время, ну, надо сказать, что, допустим, тоже электронное правительство, развитие цифровизации, оно там, ну, у нас, ну, там не сравнимо даже с Германией. Вы хотите сравнивать с Германией, но там коммунальные квитанции до сих пор по почте Получать услугу и создавать экономику — это разные вещи. Ну, согласен, да. В общем-то, Мы же прекрасно понимаем, и мы цену знаем в слове «счастливая экономика».
мы цену знаем, да, аскер. Вот, может быть, простой народ, да, не знает, что такое для них счастливая экономика, если да, стабильно заработную получает, там не меньше $1000, наверное, это и есть счастливая экономика. Для нас счастливая экономика, когда мы видим, что наше предприятие развивается и развивается, и да, можем диверсифицировать. Поэтому государство, я не говорю о том, что государство наше плохое. Я люблю нашу страну, я люблю наше государство. Но, любовь, она не должна вот все время, да, хвалить государство. Мы чувствуем, что не хватает действительно сильных хозяйственных примеров. Мы, да. Мы чувствуем это. Да. Когда человек, да, действительно экономику чувствует, он чувствует боль рабочего. Государственное управление, это что такое? Он должен, да, вот, я вот жаңа өзене работнику, да, там, буровику буду платить 1 300 000, но зная о том, что, да, в Кызылорде такой же работник получает 300, у меня, да, совесть, человеческая совесть не позволяла бы принимать это. Если я туда назначаю такую цену, то я старался бы хоть здесь что-то изменить. Да хотя бы там, да, даже если не 1,5 миллиона там взять, но хотя бы стабильный контракт как-то обеспечить, да? Ну, вот мы коснулись такой тоже очень, скажем так, больной темы Да. стабильности, да. Ну, понятно, что, в общем-то, у нас стандартная система, да, но все последние годы наблюдается тенденция к дроблению контрактов. То есть ты готовишься больше, чем выполняешь. И это, соответственно, увеличивает твои там, ну, там, расходы, да, накладные расходы. Это один момент. А второй момент, ты не имеешь какой-то гарантии, да. Ты будешь ли работать там через полгода, через год. Нет, соответственно, ты не можешь там, в должной мере планировать, да, как-то рассчитывать свои силы, там, привлекать финансирование. А это, в общем-то, ну, сейчас да, тоже фактор выживания. Да. Да, и это, в общем-то, ну, такая плохая история. На мой взгляд, вот, там 20 лет назад мы, ну, там, начиная, да, мы там, ну, где-то, как правило, был годовой контракт. Год, Мгм. там, да, ты знаешь, вот объем получил, ты работаешь, распределяешь свои усилия. А сейчас бывает, что ты полгода участвуешь в тендерах, все это время, да, ну, оплачиваешь заработную плату людям, да, ну, основной работы на производстве нет, да. И там последующие полгода там работаешь как пожарная команда, дай бог, если так. Да, а бывает и, собственно говоря, нет контрактов, и все, и там компании закрываются. И это, в общем-то, ну, это тоже такой фактор, который, ну, я думаю, что ну, государство должно стимулировать. Все-таки, да, учитывать эти особенности, да, и говорить о том, что работать там, нефтяными операторами о, для того, чтобы, ну, как-то там, и сервис тоже что-то имел, да, чтобы у него, там, он не был как бедный родственник, да. Мы же вот стабильность чувствуем, когда государство вмешивается. Вот. Магистрали же стараются же стабильно Нет, обеспечить конечно, контракт, да? конечно. А почему в других регионах это? Да. Там стараются стабильными контрактами обеспечить, там стараются заработок получать, да, и действительно не было бы обидно. И мне кажется, что вообще в нашей нефтяной истории был экспат Оливье Лазар, да, который последний должен возглавлял NCC, генеральный директор. Си, а потом представитель Shell Казахстана. Да. Он так и уехал, мы его не поняли. Вначале я его идеи агрессивно воспринимал. Он говорил о том, что надо укреплять контракты, да, до $10 миллиардов и отдавать, да, суперкомпании, да. А потом оттуда дробить сколько хотите. Я перед его уходом только понял о том, что он говорит, знаешь, говорит, Рашид, я идею предлагал о том, что у вас тендерные процедуры очень долгие. Да-да-да. Когда вот это говорит, дробишь, ты говорит, целый продукт никак не можешь получить. Вот, допустим, да, вот она стоит, ты его на 100 разделил, обязательно говорит, там где-то штук 20 тендеров, обязательно ретендер выиграет. И ты никогда эту целую мозаику не платишь. Вообще, бич стабильности, мне кажется, вот это долгое рассмотрение тендеров,
Ну, это один момент, да, и, ну, в общем-то, дробление Да. его, и самое главное, закуп по наименьшей цене. Да. Он, ну, то есть, ну, нельзя получить, да, там, стабильно в долгой, Да. ну, какой-то среднесрочной даже перспективе, ты, там, жертвуя, да, там, недофинансируя, да, ты жертвуешь потом качеством. Жертвуешь качеством, да, у тебя там изнашивается оборудование, ты не сможешь платить достойную заработную плату людям, что делать, да? Повышается риск травматизма, да, и там того, что ты некачественно вообще работу сделаешь, ну и там, ну, Вообще вот со всеми вытекающими. да. Да. У меня идея, да, вот мы можем вообще вот нанять аудиторскую компанию, да, которую или Бюро Veritas, типа этого, да, консалтинг какой-то компании, который мог бы среднюю цену на эту работу вытаскивать и обязать операторов, да, чтобы она не ниже этого давала. Вот. Сложно, Раки. Нет, Это я понимаю. невозможно. Да, потому что там Невозможно. многие работы сильно варьируются, там зависит от многих переменных. Нет. Да, и там, Мы понимаем о том, что да, это выгодно крупным игрокам, но мы понимаем, что это вредно нашим компаниям. ну, И это один момент, да. Мы хотим этого, не хотим, Ну, мы должны выходить из этой ситуации и придумать, как обычно, рецепт. да, обычно эта история все-таки занимаются профсоюзы. Да, профсоюзы, они там учитывают, да, там, за этих, ну, у нас сейчас эта ситуация какая-то такая, несколько однобокая в одну сторону, Да. да, профсоюзы, они там, ну, такую крайнюю позицию занимают, да, ну, нужно Не всё-таки крайне, она регулирует. Работа профсоюза тоже регулируется государством. И да, государство для интереса своей политической системы, она озадачивает эти профсоюзы. Если бы эти профсоюзы были бы независимые, то, допустим, в той же ситуации с Жаңаөзен, да, регулирование и посредством выступал профсоюз. Мы не видим здорового профсоюза. Если у нас нету здорового профсоюза и решения, в конце концов, эти вот демпинговые, да, ситуации, будем перекладывать в профсоюз, то мы должны, значит, этот профсоюз зарождать. Ну, собственно говоря, это вопрос, он давным-давно поднимался, да, что вот, на самом деле сильные независимые профсоюзы, это, в общем-то, то, ну, как бы правильное решение. Они Да, останавливали производство да, в но, да, Австралии. да. Если не согласны, они просто перестают работать. Да. И Приходят это опять. представляется, ну, это как бы, ну, так это как элемент шантажа, да, такой. Ну, согласен, мы какой-то этот этап зрелости должны пройти. Ну, вообще, элемент шантажа в любых отношениях должен быть. Если считать, да, э, э, власть мужем, народ женой или женой, брак какой-то, да, между властью и народом, то элемент шантажа или с той стороны, или с той Нет, стороны, да. должна же какая-то быть Конечно, балансировка. То конечно. есть, там, я заказчик, ты дурак, это, в общем-то, ну, такая очень распространенная история, да. Это да. Мне иногда вот это именно «я заказчик, ты дурак» какое-то рабовладельческое общество напоминает. Это неправильно. Ну, и я тебе плачу, и я буду заказывать музыку. Слушай, Нет, ну, за деньги, кто права? ну, это один момент, да, но просто другое дело, когда там от безысходности соглашаешься буквально на все. Да, и это вопрос опять выживания, Да. да, в долгосрочной перспективе. Ты там стремишься, да, чтобы твоя компания жила, да. Можно, да, там, условно говоря, есть такая практика. Один успешный проект реализовали, собрали прибыль, там, закрыли компанию, дальше, да. Вот. Но для тех, кто все-таки стремится там в долгую работать, да, это, в общем-то, ну, становится такой большой проблемой. Мне кажется, что мы действительно сейчас в конце нашего подкаста, да, какой-то путь вроде бы видим, да, свет в конце туннеля. Значит, нам надо действительно объединяться и профсоюзам давать тон или помогать, или создавать свой профсоюз, наверное. Да. Нет, ну, в общем-то, как объединение, я должен сказать, что Это тяжело. сервис очень многое сделал для формирования самого рынка. И я думаю, вот отдаю должное самой идее, ее реализации, да, это, в общем-то, ну, на мой взгляд, это вот, ну, такой хороший пример, да, и, может быть, пример для других отраслей, когда, ну, какой-то диалог возможен. Потому что, ну, изначально понимаем, что, ну, во многих случаях там, ну, с неравных условий диалог ведется. Да, там, а, ну, почему опять, да, потому что государство само создало такое неравенство. Да. Да, и, в общем-то, но
раз создало, значит, какие-то должны быть механизмы, чтобы Да. на это влиять, как-то регулировать. Да. Просто, ну, там, говорю, это похоже на голос вопиющего в пустыне, да, опять же, да, что, в общем-то, обратите внимание, что здесь есть целая отрасль с большим количеством компаний, большим количеством народа, которые обеспечивают, ну, там, продолжение работы, да, ну, всей нефтяной отрасли. Да. И здесь, ну, просто чтобы государство обращало больше внимания, какие-то меры стимулирования должны быть. Ну, как-то обозначало правила игры, да, для того, чтобы это, в общем-то, ну, там, успешно продолжало функционировать. Вообще есть у нас измеритель конкурентности профсоюзов? Сколько вообще ну, вы не встречали? Нет, у нас есть и республиканская, один общий профсоюз, а потом у каждой компании... Нет, председатель профсоюза назначается президентом или кем? Или премьером? Не могу знать. Скорее всего, так, да? Не могу сказать, да. Да. Ну, на самом деле, в нефтегазовой отрасли есть это отраслевое там, соглашение среди, ну, не нефтедобывающих, нефтехимических. Там. Приказные газы. Нет, это целом, да, отрасль. Туда входят в основном нефтяники, НПЗ там, и некоторые крупные сервисные компании, кажется, тоже. В свое время хотели распространять и на других крупных нефтесервисных компаний, но владельцы не хотят. Ну, потому что, грубо говоря, уже не только же будет, да, этот учредитель, там, генеральный директор, но и другая сила там. Как-то С которой нужно будет считаться, да. И причем она такая, не, скажем так, это... Сам собственник, наверное, не хочет, чтобы у него работники вместе Да. сплоченно там держались. Нет, вы знаете, тут, ну, вот я просто хочу сказать на один момент. Не то чтобы не сплоченно, не это, но бывает, что работники выдвигают заведомо невыполнимые условия. Невыполнимые. То есть там увеличь мне заработную плату в 2 раза. Ну, у тебя тариф такой, который ты не можешь. Ну да, тебе никто, там из заказчика вот тариф в 2 раза не подымет. Да, ты просто физически это не можешь, но профсоюз выходит на забастовку, там государство вмешивается и опять назначает крайнего. Мы на Западе эту историю видим, да, там, ну, то есть сколько людей пострадало, насколько они были там, ну, причиной, да, всех этих. Я думаю, что нет, скорее всего, это, ну, там, большую часть их назначили войну просто и все. Вообще, мы должны стремиться. Мы должны стремиться. Нет, ну, это должен быть такой, ну, здравый диалог, да, а не выкручивание рук друг другу. Да. Да, но просто, еще раз обращаю внимание, тут момент такой, что государство должно регулировать это. Регулировать, то есть призывать к, там, да, к этому там, к разумному диалогу. Но вмешиваться в работу профсоюза он не должен, наверное, все-таки Нет, иметь. но я думаю, что если какие-то противоправные действия происходят, то есть есть законодательство, его должны соблюдать все. Да, все и профсоюзы, и там владельцы компаний, и руководство, и работники в том числе. В том числе, да, то есть, но я опять же говорю, не хочу давать оценку там каким-то этим крайним проявлениям, но зачастую есть искушение назначить кого-то одного виноватым. Когда обычно там виноваты все, да, там Вся система, да? да, вся система, да, но кого-то назначают виноватым, да, в этом, да, и там за грехи всех, да, там, в общем-то, это его на его бедную голову сваливается все. Вот, ну, я думаю, что это, ну, такая очень опасная история. Да. Говорю, она демотивирует, да, там, то есть никто не хочет да, этим уже заниматься. А с этого, ну, очень много компаний с рынка просто ушло. И мы сейчас видим, что там с Запада там уходят многие крупные компании, которые там работают. Почему? Потому что невозможно там работать. Да, там создались такие условия, которые, в общем-то, ну, не выполнишь. Да, ты ничего не зарабатываешь, кроме проблем. Да, это, в общем-то, ну, такая вот объективная вещь, которая сейчас случилась. Да, и там, если там у кого-то здравого диалога не будет, то какая-то одна сторона перетянет на себя эту ситуацию, а потом будет плохо всем. Да, и вот сейчас мы там, мы рискуем, да, на технологических задворках оказаться. В том смысле, что мы там, да, там крупное недропользование раздали там иностранным компаниям, да, мы их не контролируем. То есть БСРП, которая, да, там, ну, занимает
львиную долю всех этих, да, там государство имеет ничтожную долю. Ничтожную долю и не влияет, по сути, на это, да. В остальных случаях там большая часть недропользования, она там в 4-й стадии добычи, это когда до консервации месторождения осталось считанные годы. Никаких новых обнаружений там крупных нет. Но что будет делать, когда месторождение закроется, сколько народу останется без работы? Да, если мы сейчас не будем какие-то предпринимать усилия, чтобы эти месторождения дольше работали. А для этого нужны какие-то справедливые тарифы, нужны правила игры, нужна возможность там технологической модернизации и продолжения работы. Смотрите, здесь, скорее всего, вы, ну, с точки зрения как бизнесмена, вы хотите, чтобы вот была стабильность, были долгосрочные контракты. Ну, в том числе, ну, хотя бы среднесрочные. Я не говорю, Ну, и долгосрочно имел в виду до 5 лет, а так. Вот хороший кейс, вот біз пока жыламағанша шешілмейді ғой проблема, да, допустим, да, вспомни ситуацию там с Берали, которые приезжали, да, работники, ну, в Астану, и вот они что говорят, вы устали из года в год переходить с одной компании на другую. Вы просто устали. Нам обещают премию там эту годовую, ну, из-за того, что контракт закончился, экономии нету, и все. И потом, благодаря этому кейсу, что было сделано? Были заключены долгосрочные контракты, вот именно 3-5-летние, которые, да, это по стоимость работ, которых ежегодно индексируются. Все, по крайней мере, работники на ближайшие 5 лет довольны. И доволен и сам собственник, да, учредитель, там, да, генеральный директор компании. Вот шикарно. Вот если вот этот кейс, да, распространить на другие компании, да, вот на юге, там, среди частных, более-менее была бы стабильность. И обязательно здесь надо предусмотреть ежегодную индексацию подрядов и своевременную оплату. по выплатам на работу. У нас же как в правилах предусмотрено в течение 60 календарных дней, ну, зачастую же некоторые затягивают. А бизнес просто боится. Он почему боится? Он думает, если я сейчас в суд подам или Министерство энергетики напишу, в последующем я не получу контракт. И вот так живет. А хотя у бизнеса закредитован все, у него вот это банковские кредиты, он проценты оплачивает, и в конце, наверное, маржу не видит. И, наверное, во многом не видит. То есть отрасль сейчас, да, генерирует там какую-то минимальную прибыль. Минимальную или нулевую, да, а в большинстве, во многих случаях и убытки. Да, вот там по некоторым направлениям мы, например, да, там годами генерируем убытки. Мы, ну, как бы сознательно идем на это, потому что мы хотим в долгосрочной перспективе все-таки работать, да, представлять широкий арсенал да, технологий. Ну, это вот, в общем-то, так. А индексация с учетом инфляции, что ли, должна, да? С учетом инфляции, да. Но мы же видим сплошь и рядом, что на это крайне неохотно идут. Вот крайне неохотно идут. И там, там официальная инфляция, это официальная инфляция, а это далеко от истины. Да, и эти там оценки, они в разы отличаются. Ну, хотя бы на уровень ставки официальной инфляции. Ну, конечно, все зависит от самого заказчика. Ну, хозяин-барин. Да, вот опять, да, пошли. Хозяин-барин, но, видите, над хозяином стоит еще... Да, стоит государство. Надо теперь механизм придумать. Нет, но важно устранить эти диспропорции, на мой взгляд. Да? То есть нам нужно дать там нефтедобывающим компаниям зарабатывать. Но там, давая зарабатывать, да, ну, в общем, нужно, чтобы какие-то, да, взаимности были, да, Да. чтобы, да, они дали возможность сервису. Сервис — это что? Это, в общем-то, там занятость, да, социалка, да, это, в общем-то, поступление в бюджет, это, ну, это важно. Көмекші бізге тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрағым жоқ. Енді қорытындылай берейік. Қорытындылай келе, Асланға келгеніңізге рахмет. Алматы қаласының арнайы қызықты сұхбат болды. Рашид Хасенович, сізге де рахмет. Нұрлан аға, сізге рахмет келгеніңізге. Шынымен де бұл мәселелер өзіне шешім табады деген үміттеміз. Шынымен де механика керек, яғни методология қажет. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.